Ну, во-первых, добро пожаловать в Якутию. Холод, мороз, но такой прекрасный. Прямо хочется выйти на улицу, но очень холодно. Вы изначально занимались юриспруденцией, Да. потом какое-то время занимались кинематографом. Все думают, что надо обязательно кодить. Я не умею кодить, но я сделал сумасшедшую карьеру, да, рано вышел на заслуженный отдых, значит, это возможно. Он не жалуется, не болеет, не плачет, не ругается с коллегами. То есть Не прекрасно уходит в работает. декрет. Не уходит в декрет. Тот уровень искусственного интеллекта, который способен создать, но следующий уровень. Вот тогда все. Как тогда конец, ребята. Кранты человечества. Почему? Потому что он настолько разовьется, что он сможет сделать себя лучше, чем мы. Шавкат Каримов, глава IT-сообщества Узбекистана, предприниматель, инвестор, ментор, спикер. Некоторое время назад Шавкат был главой департамента поисковой оптимизации в корпорации Microsoft. Управлял одним из крупнейших в мире технических сообществ под названием Answers. Являлся вице-президентом международного лидера в сфере поиска работы глобальной компании Bolt. Имеет 2 высших образования – международное право и режиссер игрового кино. Снял 20 короткометражек, написал 3 книги, создал 2 социальные сети и сотни онлайн-директорий. В одно время был самым крупным владельцем онлайн-директорий в мире. Жил и работал в США, Канаде, Швеции, Бельгии и других странах. Изрядно поездив по миру, наш герой собрал самый передовой опыт и вернулся на родину, чтобы делиться важными знаниями с молодым поколением Узбекистана. Здравствуйте, Шавкат. Я очень рада вас видеть. Ну, во-первых, добро пожаловать в Якутию. Спасибо большое. Вы у нас впервые. Да, впервые. Что-то вы уже успели посмотреть, увидеть, понять или пока нет? Нет, успел, хотя я здесь с 6 утра всего нахожусь, вот сейчас день примерно, даже не знаю, сколько времени, если честно. Был в центре города, я остановился в хорошей гостинице, и мне оттуда виден сразу обзор прекрасный, вот этот холод, мороз, но такой прекрасный, прямо хочется выйти на улицу, но очень холодно. Я все-таки с Узбекистана, у нас не так холодно. Вот. Но я увидел людей, мне очень нравится всегда смотреть, как люди ходят, как транспорт. Увидел природу, успел, мы покатались, я даже слегка там леса увидел, город частично, площадь увидел, Ленина увидел. Вот, удивительно. Обзорная экскурсия. Да, В обзорная. принципе, Что же что много, еще да. нужно? А что еще надо? И побывал уже в некоторых организациях. Я рад, что Якутия проводит вот цифровой алмаз. Я с этой целью сюда и приехал. Хочу посмотреть, у вас поучиться, что-то дать свое, тоже, может быть, научить. Я слышал, и меня это впечатлило, что у вас целых 2, даже не 1 продукт мирового уровня. Это мы сейчас о чем говорим? Значит, InDriver. Да, драйви, InDriver. которые сейчас. Да, который Drive E здесь локальный. Да. И второе, это, я забыл, честно говоря, название, все время на М начинается. Майтона. Да, компания. Да. Это игровая компания? Да, игровая, они игры создают. Да, вот это 2 уровня прямо такого, что весь мир знает, играет и вообще пользуется услугами. У нас на всю Центральную Азию, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, ни одного продукта такого нет. У нас есть свои единороги, но это локальные продукты. В Казахстане Каспий, в Узбекистане Узум. Это шикарные, мощные продукты, но они нацелены на внутренний рынок. А ваши продукты пользуются там во всем мире. Мы хотим, чтобы в течение, допустим, 5 лет наконец появился продукт мирового уровня в Узбекистане. Поэтому мы создали вот эту платформу, сообщество, где мы всех объединяем, да, комьюнити, люди общаются, знакомятся перед стартапом, мы там их тоже хакатоны проводим, конференции. Мы очень хотим, чтобы все со всеми перезнакомились, и вырастала экспертиза, и в итоге вот такой продукт хотя бы 1 появился скоро. Вы изначально занимались юриспруденцией. Да. Потом какое-то время занимались кинематографом. Было И дело. в итоге сейчас довольно давно вошли в IT, закрепились, жили много где в мире. Да. И потом вернулись на родину. Как это произошло? Из каких соображений? Давайте я начну тогда с того, что это действительно все правда. И почему я вернулся в Узбекистан? Я, как говорится, вышел на заслуженный отдых. Я понял, что я теперь могу себе позволить не работать вообще, делать то, что мне нравится. А мне нравится помогать людям, развивать. Я решил, если помогать, надо дома помогать, на родине. Вернулся в Узбекистан.
который меня очень хорошо встретил, надо сказать. Я там довольно быстро как-то набрал популярность, мне предложили делать вот это IT-сообщество. Вот. Но большая команда, и все работают бесплатно, и все такие энтузиасты, мы развиваем IT, мы хотим, чтобы в Узбекистане оно процветало. Мы знаем, что у нас колоссальнейший потенциал кадровый, да, в плане талантов. 38% людей до 18 лет. То есть супер молодая страна, это потенциал, это будущее. И еще в Узбекистане есть хорошее достижение за последние 7 лет. Это язык стали знать английский неплохо люди. Ну, то есть возможность общаться с миром появилась неплохая. И это все нам дает надежды, что у нас получится. Молодежь в основном приходит в IT. Вообще IT — это очень молодежная тема. Да. Да, вот поэтому не всем понятно, если там, недостаточно молод душой человек. Какими качествами вообще должен обладать хороший айтишник, кроме умения программировать? Допустим, там, Да. писать Ну, есть коды? вот hard-скиллы и soft-скиллы. Hard-скиллы — это как раз умение программировать. Но, кстати, заблуждение, что это обязательно программисты в IT. Очень много профессий, их десятки, а то и сотни, где вообще не нужны эти навыки программирования. Есть там дата-сайентисты или дата-инженеры их называют, да, те, кто с большими данными работает. Продукты, да, которые над продуктом работают, проект-менеджеры, да, которые проекты ведут, там программ даже есть у нас в Microsoft. Программ-менеджер, он как раз управляет и проектами, и продуктами, да, это более такая обширная роль. Есть даже UX-дизайнеры, UX-UI-дизайнеры, да, копирайтеры, SEO-специалисты, поисковая оптимизация. Это все айтишники. Да, просто все думают, что надо обязательно кодить. Я не умею кодить, но я сделал сумасшедшую карьеру, да, рано вышел на заслуженный отдых, значит, это возможно. Я учу других тоже, что, ребята, не обязательно вам кодить. Но софт-скиллы — это другая часть, вот о навыках, если говорить, какие нужны, то как раз вот эмоциональный интеллект, я это называю, есть их 4: социальный интеллект, есть еще такой, ну, на AQ он называется, это умение бороться за жизнь, как говорится, вот такой интеллект. Выживаемость. Да, выживаемость, хорошее слово, действительно. И есть IQ, да, обычный интеллект. Да, то есть обычный интеллект. ну, IQ, понятное дело, обязательно, потому что все время надо решать задачки сложные. Все время они появляются, они одна сложнее другой. То есть если человек не умеет решать задачи, то ему сложно будет войти, потому что у нас все вокруг данных, вокруг информации, поэтому и называется информационные технологии. А информация, она бывает сложная, не очень хорошо структурирована, и постоянно надо с ней работать. Вот. А софт-скиллы — это вот как раз умение общаться с людьми, Коммуникация. вести переговоры, да, публично выступать, управлять людьми в том числе. Да, это очень важный навык. Вообще, зачем работать на кого-то, когда вы можете управлять другими, и на вас будут работать? Да? То есть надо просто развить этот навык и стать управленцем. Но опять-таки не могут же быть одни управленцы. Да. Кто-то все-таки должен сидеть и писать коды. Искусственный интеллект будет писать. А вот это вот интересная история, потому что это же одна из страшных страшилок современности, которая гласит, что скоро мы создадим такого монстра, который нас поработит, и мы будем работать только на искусственный интеллект. Есть такие опасения, и они справедливые вполне, потому что действительно есть по статистике, там это McKinsey, это Goldman Sachs, такие довольно известные, уважаемые агентства, говорят, что, ну, организации точнее, говорят, что от 300 до 800 миллионов человек будут под угрозой потерять работу из-за искусственного интеллекта к 2030 году. Он не жалуется, не болеет, не плачет, не ругается с коллегами, то есть прекрасно не уходит работает. в декрет. Не уходит в декрет, работает 24 часа в сутки, мы там 8 примерно работали, 40 часов в неделю, да, он может работать все это время. Поэтому, конечно, как предприниматель я понимаю, что выгодно компаниям нанимать искусственный интеллект, выполнять все эти задачи, чем людей реальных. Поэтому мы и находимся под этой угрозой. Но есть решения, я даю много разных советов, что делать в эпоху ИИ, и среди которых как раз развитие эмоционального интеллекта, улучшение связей, развитие персонального бренда, адаптация, умение учиться. То есть самый лучший навык — это навык получения новых навыков, то есть научиться учиться. Если вы этому научитесь, то нет проблем. Еще есть такой классный совет от Илона Маска, который звучит так: будьте как можно более полезными обществу. То есть если у вас есть миссия, вот у меня есть миссия, я хочу развивать IT в своей стране, никакое имя меня не заменит. Я все равно буду продолжать это делать, независимо от того, там и что-то делать. Наоборот, он мне будет помощником. Уже у нас вот роботы, видите, работают. Поэтому надо просто быть движимым миссией. Не просто идти куда-то работать, а знать, как вы меняете мир к лучшему, и тогда ничего не страшно. Не знаю, как вы выбирали профессию, поскольку вы юрист, видимо, вы все равно на это ориентировались. Потому что тогда, когда я занималась профориентацией и выбирала стезю, по которой пойду, в это время юристы — это были
это была элита. Да. И все хотели быть юристами, и это высококонкурентная была ниша. Такое ощущение, как будто бы современные айтишники — это немножко юристы нового времени. Да. Вот. Но вы правы, что теперь это новая элита. Никакие ни юристы, ни доктора, ни банкиры, ни финансисты, никто. А самые богатые люди стали айтишники, потому что больше всех им платят, да, потому что самые востребованные. Да, всем нужно автоматизировать процессы. Абсолютно любая ниша в этом нуждается, сфера, индустрия. И поэтому даже топ-компании мира — это в основном IT-компании. Топ-специалисты тоже. Люди, которые очень быстро становятся миллионерами не в бизнесе, а именно как работники по найму, это только айтишники сегодня. Да. Поэтому очень престижно. Но не только для этого. Деньги — это не самое главное в жизни. Главное — это как вы улучшаете жизнь людей, и с помощью IT это как раз можно сделать максимально масштабно. Но будущее, вообще, если все будет хорошо развиваться, и такой тренд идет, он идет к неизбежному плохому, но по хорошему сценарию. Плохое в конце — это когда он там нас, как говорится, поработит полностью, но пока мы доживем. Но пока идет к тому, что наступит какой-то век изобилия, так называемый, когда нам многим не придется работать вообще. И тогда другая дилемма у человека будет, как себя реализовывать. То есть у нас все будет автоматизировано, роботы будут все делать, как уже есть, видите, машины сами стали ездить, кассы эти, да, сами, там вы просто зашли, у вас в телефоне там какой-то стоит карточка, откуда считывается, он там понимает, какие продукты вы взяли, все эти магазины. Все это будет только повсеместно развиваться, и в итоге все будет автоматизировано, очень дешево, и поэтому людям не обязательно будет работать. Скорее всего, решение для многих государств будет вот этот уникальный базовый доход, да, так он называется, когда просто так дают деньги, чтобы люди не вышли на улицы, не бастовали, потому что они остались без работы. Им надо зарабатывать всеми. И государству куда выгоднее, чем содержать вот этот аппарат всяких налоговых, прочих там органов, просто людям раздавать деньги в равных количествах, и тогда они и минимально достаточно, то есть чтобы хватало. Такое пособие, но для всех без ограничений. Не так, что там человек инвалид или там семья какая-то малоимущая. Просто всем раздавать, чтобы все были обеспечены. И тогда дилемма появляется новая, творческая, как себя реализовывать. Почему так? Вот заметьте, дети очень многие мечтают быть уже не какие-то профессии, о которых мы слышали, да, в наше время, а блогерами, инфлюенсерами, тиктокерами, ютуберами какими-то. Потому что за внимание началась борьба. То есть там их экспертиза понадобится. Надо будет становиться лидером мнений для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Потому что в реализации профессиональной есть счастье, да, для многих людей. Есть там семейные отношения, есть там благодарность и так далее. Но вот в том числе и реализация. Так что вот. То есть это вопрос востребованности вообще, такая человеческая потребность в востребованности, в смысле. Признание. Да, в признании, в смысле своего существования, по большому счету. А вот представьте, когда искусственный интеллект делает все лучше вас, зачем вам этим заниматься? То есть сложная дилемма. Вы начнете писать картину, а он лучше делает, музыку он лучше делает, быстрее, дешевле, качественнее. И тогда человек думает, а чем мне заниматься? Вот там будет серьезная проблема, и уже сейчас ее надо решать, особенно с молодым поколением. Им сложно придется, конечно. А может лучше наоборот тогда загнать обратно в пещеры, и тогда, то есть отнять все, и тогда человек начнет двигаться. Двигаться, да. Ну, чем сложнее. Почему говорят, вот северные народы более развиты. Вот в Якутии холодно, надо все время думать, чтобы выжить. Да, вот в свое время, сейчас уже есть электричество, все, но все равно здесь приходится, да, понимаешь, если ты где-то не подумал, на машине поехал без бензина, и остановился где-нибудь в тайге, да, в лесу, все, шансов выжить очень мало. Поэтому человек все время включает мозг. А лежишь где-нибудь в Африке, да, или там в Узбекистане, жарко, прекрасно, не надо мозг включать. Поэтому мы там еще не очень развиваемся. В Узбекистане, ребята, я вас всех люблю, это моя родина, имею право шутить. Но в целом, значит, решение какое? Во-первых, конечно, надо адекватно принимать реальность, она будет другая точно. И где-то творчество, будущее вообще за креативом, не за IT. Я даже креатив, вот была сессия у нас, фестиваль рекламы, мы там придумали слово креатив. Да, там IT было посередине. А я еще добавил, я про искусственный интеллект все время выступаю, креатив, AI, да, Artificial Intelligence. То есть, но суть как раз в креативе, то есть в творчестве, да, в развитии творческой личности. Если каждый будет в себе развивать творческие способности, это, конечно, как правило, имеет отношение к искусству, да, и к кино, и к литературе, к театру, там, к живописи и так далее, к музыке, то путь к счастью будет короче. Абсолютно согласен, что искусственный интеллект сегодня пишет хуже, чем мы, и даже как помощник, где реально там время теряешь, думаешь, сам напишу. Но его надо использовать как помощника, не надо, чтобы он писал. Он очень здорово подкидывает идеи, он очень здорово делает сравнения. То есть он вам экономит время. Там, где то время, которое, чтобы вы провели исследование, да, что-то там сделали,
вы потратите для вот своей же статьи, да, чтобы данные собрать и так далее, можно переносить на него, то есть он с этим хорошо справляется. Но писать лучше самостоятельно, потому что качество сохраняется, стиль сохраняется. Творить самому — это же сам процесс какой приятный. Да. Тем более, если мы говорим про то, что да. вот это вот как раз нас убережет, умение творить. Да, да. И здесь очень важная история, я не знаю, мне кажется, как человек успешный, реализованный, вы явно этим пользуетесь. Да, да, естественно. Детокс цифровой. Важно ли это? Важно, да. Очень важно. Потому что вот это бесконечное потребление цифрового контента, да, это страшная история. Вот это, я тоже этим болею. Ну, нет, по-моему, человека на Земле, если есть, он соврет, скорее всего. Да. Все мы болеем, это называется скроллинг, да, что мы скроллим соцсети, любой ВК, там, Одноклассники. Мы скроллим. Это, как правило, вообще бесполезное времяпрепровождение, да, то есть мы ничему не учимся, не развиваемся, потому что там в основном какие-то вещи, которые вирусно сработали, поэтому они нам попадают в стрим. У меня стрим, что я рекомендую людям, сильно фильтровать, чтобы попадалось только то, что действительно входит в сферу ваших интересов. Например, у меня очень много технологических вещей про IT, про искусственный интеллект, то есть я там и развиваюсь. То есть люди, на которых я подписан, это люди, которых я очень уважаю, это ученые, какие-то крупные там предприниматели, просто люди там, например, Илон Маска я люблю, неоднозначная фигура, но обожаю, потому что он очень интересные вещи всегда говорит, если там подкасты слушает, да? То есть то, что реально вам поможет развиваться по вашей теме, сфере ваших интересов. Вообще в целом детокс очень полезен, уехать куда-нибудь в горы или там в лес и просто без телефона. Я понимаю, что это рискованно. Нет. Честно скажу, нет. Да. Но мне нельзя, потому что у меня работа связана. Мне после всяких встреч, мероприятий, выступлений и интервью я выхожу, у меня там 200 пропущенных сообщений в Телеграме. Я сижу там до 3 ночи, потом отвечаю. То есть если я вдруг где-то перестану это делать, у меня их там будет несколько тысяч, я просто не то есть смогу. нет желания себя поберечь. Для будущего. Нет, есть люди, которым это нравится. Вот я такой, да. Я люблю цифру, то есть я очень цифровой, я такой интровертный всегда. Я всю жизнь был за компьютером, сидел, да, сколько себя помню. Поэтому мне это нравится, мне это не приносит. Видите, я в хорошей форме, я играю там в пинг-понг, то есть я никак не страдаю, мне там не болит шея, спина. У айтишников очень многих это проблема. Я очень рекомендую как раз вот пинг-понг. А это про баланс. Да, баланс, да. Колесо. Да, про баланс. Это тоже навыковая история, когда нужно отслеживать этот момент у себя. Это очень требует интеллекта, да, и ответственности. Говорю, ты не умеешь управлять тем, что ты не измеряешь. You don't manage what you don't measure по-английски. То есть надо обязательно все измерять. Вот почему айтишники такие успешные, компании айтишные? Все измеряется от и до. Все на основе данных, все измеряется. Но когда вы измеряете, вы, конечно, редко ошибаетесь. Потому что у вас есть данные, вы видите, вот это работает, не работает, значит, я делаю это. A-B-тестинг называется, А-Б-тестинг. Все, это очень простое. Так надо в жизни. У меня есть один наш волонтер, у нас тут много же, они все очень талантливые ребята. Медианный возраст 19 лет в нашей команде. И один из них, у него даже есть проект такой «Моя жизнь как проект». А ему лет 16, он вообще очень молодой, школьник еще, 16 лет. Он уже свою жизнь видит как проект, он к ней относится, так, где он будет развиваться. Вот такой подход, это вот гениальный, по-моему. А вдруг нас смотрят тоже такие ребята, вот примерно этого же возраста, которые сегодня бесконечно ищут вместе со своими родителями ответы на вопросы профориентации. Да. Может быть, вы им посоветуете, на что обратить внимание вот в этом огромном, многообразном мире IT, если все-таки они выбрали это направление? IT, да. Какие перспективные ниши, на что обратить внимание? Может быть, поможете им выбрать специальность какую-то? Да, могу. Во-первых, IT — правильный выбор. Да, несмотря на то, что как раз именно айтишников и будет заменять искусственный интеллект, потому что это его тема, ему проще всего писать код, чем даже там писать текст, да, потому что он понимает, как код, там есть логика очень стройная, функции всякие, то есть это ему легко дастся, но несмотря на это все равно, потому что тогда, как айтишник, вы будете лучше понимать обратную сторону всех этих алгоритмов, да, программ, кода, и вам лучше будет проще взаимодействовать. То есть правильный выбор. Внутри IT есть несколько сфер, за которыми точно будущее, я их назову. Это AI сам по себе, да, искусственный интеллект. То есть это промптинг, промпт-инженеринг и так далее. Это ML. ML — это machine learning, машинное обучение. То есть это как обучать нейронки, да, вот эти все машины, чтобы они развивались. Знаете, вот сейчас GPT-5, да, будет скоро выйдет. Да. И он еще не AGI. AGI — это равность человеческому интеллекту. Но когда условно GPT-6 или 10 появится, это тот уровень искусственного интеллекта, который способен создать следующий уровень. Вот тогда все. Тогда конец, ребята.
гранты человечеству. Почему? Потому что он настолько разовьется, что он сможет сделать себя лучше, чем мы. Да, чем мы можем сделать. Вот мы там делаем, у нас медленно идет, развивает, но медленно. А он это будет делать, а теперь представьте тот, что сможет, которого он создал. И как это нелинейно, экспоненциально будет расти. Это очень быстро произойдет. Я думаю, 6-10 лет, очень быстро. Так как называется специализация тогда человека, который может на это повлиять? Да, это машинное обучение, то есть machine learning, ML специалист. Третье — это кибербезопасность. Очень востребованы, потому что с искусственным интеллектом начнется все это мошенничество, взломы, потому что ему куда быстрее. Сегодня у вас пароль, например, если состоит из 8 символов, в которые входят большие буквы, маленькие буквы, цифры и символы, ну там 8 минут он взломает с искусственным интеллектом. Раньше это понадобились бы годы, потому что очень сложный пароль. Но если меньше, там, например, там в секундах расчет. То есть просто ему из-за того, что он на больших данных учится, он примерно понимает паттерны, как люди обычно делают, потому что мы все примерно похожи там психологически. Он будет точно, если он о вас, тем более что-то о вас знает, то он взломает это очень быстро. Как говорят, 6 секунд, прям буквально в 6 секунд он взломает. Вот. Поэтому кибербезопасность, защита с помощью искусственного интеллекта от мошенничества и там взлома с помощью искусственного интеллекта будет уже. Вот, например, в финтехе, банках, в финансовых всяких организациях это уже очень востребованная профессия. Учитесь на кибербезопасность. Есть такие технологии, как квантумные, такие мега-супер умные машины, большие, такие мощные машины. Ну, потому что чем мощнее становится искусственный интеллект, тем ему сложнее, больше нужна техника, то есть больше операций в секунду он должен обрабатывать, больше памяти там должно быть. Да? Нормальные сервера, они с размером с городов. Да, где-нибудь там в Финляндии или там Швеция на севере, потому что там есть... Как в Якутии, кстати. Якутия — прекрасное место для вообще хардверного бизнеса. Это не IT, это не информационные технологии, а оборудование. Потому что здесь есть естественное охлаждение. Это снег. Главное, чтобы не замерзло. Не, он не замерз. Он такой горячий, вы знаете, как он работает. Ему надо как раз охладевать. А это как раз... Это не очень хорошо для глобального потепления, поэтому надо быть с этим аккуратным. Но там тоже специалисты в квантумных технологиях, компьютерах тоже будут востребованы. Есть еще IoT, это интернет вещей. Значит, вот смотрите, давайте я вам расскажу, что такое квантумные компьютеры и технологии. Обязательно нужно. Это такие мега-мега мощные компьютеры, которые в миллиарды, в миллионы раз мощнее нынешних. Они уже есть. И ими пользуются даже успешно там вот эти крупные компании. Но суть в чем? Если цифра и цифровые технологии — это 0 и единица, вы слышали, нули и единицы, 0, 1, 1, 0 и всякие комбинации, то квантумное — это все, что между, это 0 и единицы, и все, что между ними. То есть там это бесконечное количество состояний. То есть это вот не включено и выключено, а вот это вот, когда вы идете туда, да, от выключено, включено, вот это все состояния, это тоже включены. Поэтому они такие мощные. То есть это одновременные состояния. Ну, это, чтобы максимально вас заинтересовать, это очень крутая штука. Кто будет разбираться в этих технологиях, они будут... Человек, который, допустим, будет на этом специализироваться, его основная функция в чем? Ну, создавать эти компьютеры, да, квантумные, и развивать, улучшать их, чтобы они становились еще мощнее. И также можно писать под них там софт, например, да, программное обеспечение. То есть это очень, очень перспективная сфера. И пятое направление? И пятое — это интернет вещей, IoT называется, Internet of Things. Это умные пылесосы, компьютеры, дома, машины, все что угодно, все умное. Потому что в будущем все будет, даже кольцо мое может быть умным, все будет взаимосвязано. Все будет оправа очков, да, должна. Да, вот эти оправы видели, да? Виртуальные миры, augmented reality, когда агментированное, да, когда сочетание реальности и виртуальной реальности. Когда с Википедией синхронизировано все. Да, вы можете, это тоже за этим будущее, кстати, нейролинк, да, когда мы связываем себя с технологиями. В этом же почему мы так боимся искусственного интеллекта? Потому что у нас есть эволюционный барьер, когда мы развиваемся. Да, у нас мозг мой от человека, который там 500 лет жил назад, физиологически не сильно отличается. Я там больше знаю, но если так глобально, очень маленькая разница. А 10 лет назад компьютер и сегодня — это реально существенно там. Конечно. 1000 раз более развит, да, потому что больше умеет, больше. Да. В этом опасность. Если мы себя свяжем, что мы, например, в секунду сможем подключаться и получать любую информацию, нам не надо учиться. Как матрица, да, он нее там взял, загрузил, а теперь знаю кунг-фу. Вот такое, если у нас будет, то все. А мы на равных сможем с ним конкурировать, да, потому что у нас будет и память такая, и скорость мышления. А будем ли мы тогда людьми? Вопрос. Не будем, мы будем киборгами. А это будущее, как ни крути, если мы хотим выжить. Иначе мы не выживем, мы будем маленькими мурашами, муравьями по сравнению с машинами, менее развитыми. Ой, что-то мне подсказывает, что это может быть даже и неплохо. Конечно.
Не, все хорошо, даже если мы исчезнем, хорошо. Значит, такое развитие вообще Вселенной должно быть, чтобы было человечество. Их задача была создать нечто более развитое, какую-то машину, не органическую, а вот техническую. А она там создаст что-то еще, может быть, новую Вселенную. Тоже. Но я думаю, так не будет. Все-таки люди... Прелесть людей в том, что они всегда выживали каким-то чудом. Даже, Выживаемость. Да, выживаемость у нас мощная, поэтому выживем. Отлично. Я думаю, что вот на этой оптимистической ноте, с надеждой на то, что мы выживем, Да. и мы победим, мы будем умнее, чем искусственный интеллект, и мы все-таки не будем служить искусственному интеллекту, а будем настраивать его так, чтобы он нам помогал. Хотелось бы, чтобы вы завершили пожеланиями тем, кто вас видит сегодня. Якутяне, дорогие мои новые друзья, я впервые здесь действительно. Хочу вам пожелать оставаться такими же лучезарными. Я заметил, у вас народ очень такой доброжелательный, добрый, веселый. Это прям круто, это меня радует. Никто из себя ничего не строит, все очень приятные, все говорят как есть, все. Оставайтесь такими же, не теряйте это мега крутое качество. Я знаю, у вас IT очень развивается, очень здорово. Я желаю вам продолжить и стремитесь в IT, если вы не в этой сфере. Не всем обязательно надо быть айтишниками, абсолютно не требуется. Наоборот, зачем? Да? Разнообразие в этом тоже прелесть жизни. Занимайтесь тем, что вам нравится. Главное, помогайте людям, помогайте обществу, держитесь вместе вы сильные, и тогда у вас все получится. Поэтому желаю вам успехов и счастья. Отлично. Ну что, спасибо большое, и давайте дружить Якутия и Узбекистан. Спасибо, Анна, с удовольствием. Спасибо, что пришли. Супер, спасибо.